Средняя школа САРСУ. Тема урока «Русский язык в диалоге культур». Класс 9. Предмет «Русский язык». Целью данного урока является понимать основную детальную информацию из общения, соблюдать речевые нормы, формировать вопросы. Для нас очень важен русский язык, как язык, через который мы входили и входим на мировую культуру. Так сказал наш первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Как вы понимаете смысл эпиграфа? Он отметил, что для нас очень важен русский язык, как язык, через который мы входили и входим на мировую культуру, на науку и знания. Он необходим, и мы должны не снижать того знания, которое у нас есть. Давайте найдем в толковом словаре слова «диалог» и «культура». В толковом словаре Ушакова слово «диалог» – это разговор между двумя лицами, обмен репликами, а слово «культура» – это совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, образовании, общественном строе. Вам дана текст. Вы должны прочитать текст, определить стиль текста, обсудить в паре и составить вопросы к тексту. Давайте все вместе прочитаем текст. Среди более 5000 языков, известных на земном шаре, русский язык относится к числу наиболее распространенных. По данным ученым, в 21 веке в мире русским языком владеют свыше 270 миллионов человек. В современном обществе русский язык имеет важное международное значение. Он входит в число мировых языков, является одним из официальных языков ООН в ЮНЕСКО. На нем написаны важнейшие международные договоры, соглашения. Он используется на научных конференциях, в которых участвуют ученые разных стран. Республика Казахстан – полиэтничная страна, где проживают представители 130 этносов. Русский язык получил широкое распространение на территории современного Казахстана в 20 веке после установления советской власти, переселения и депортации различных этнических групп. Административная сфера применения языка после обретения суверенитета несколько сократилась. В то же время русский язык сохранил свои позиции и экономичной, общественной жизни страны и является языком межнационального общения. В 2007 году глава государства предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Три единства языков». Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это казахский язык, государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и английский язык, язык успешной интеграции в глобальную экономику, неоднократно подчеркивал президент. В тексте встречаются слова, которые, может быть, вам неизвестны. Это суверенитет, независимое государство, депортация, выдворение, принудительная высылка, этнос, исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, коммуникация, передача информации в процессе общения. Следующее задание. Прочитайте и прокомментируйте высказывание о языке. Согласны ли вы с мнениями авторов? А. Русский язык неисчерпаемо богат, и все
обращается с быстротой, поражающей горький. Б. Бессмертие народа в его языке Айтматов. В. Знать русский язык значит открыть глаза на мир Абай. Г. Язык – это путь цивилизации и культуры Куприн. Д. И только тот народ достоин уважения и может достигнуть процветания, который свято чтит и свято развивает свой язык. Турайкаров. Следующее задание. Соотнесите пословицы и поговорки, объясните их значение. Какой темы объединены пословицы? Острый язык да дурной голове достался. Язык без костей. Слово серебро, молчание золото. Язык мой враг. Послушайте стихотворение Бунина «В чем сила слова, по мнению автора». Стихотворение. Слово. Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучит лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть миру сил в ней слабых страданий, наш дар бессмертный речь. А теперь давайте все вместе послушаем музыку о важности русского языка. Русских слов глубокое течение дарит силу песенной строке. Ах, какое это наслаждение говорить на русском языке. Колосится рожь в широком поле, облака купаются в реке. Мы с тобой о радости и боли говорим на русском языке. Не померкнет подвиг наших дедов, ордена горят на пиджаке. Майский день друг другу с Днем Победы говорим на русском языке. Майский день друг другу с Днем Победы говорим на русском языке. Вот малыш спешит за мамой следом, и ручонка в папиной руке. Он уже и с бабушкой, и с дедом говорит на русском языке, вспоминая белые березы от родного дома вдалеке. Мы, смахнув непрошенные слезы, говорим на русском языке. Паренек с фамилией Гагарин взмыл впервые в космос налегке. И с землею из далекой дали говорил
на русском языке. Он с землею из далекой дали говорил на русском языке. Греет нас особенное слово. Это слово древнее, Москва. Словно мать, беречь она готова. Все на свете русские слова. В Риме, в Вашингтоне и в Софии, и в английском тихом городке. Далеко и близко. Вопросы и задания. Какова основная мысль данного стихотворения? Почему надо беречь речь? Как вы понимаете строки «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана»? Автор обращается к читателю с призывом беречь культуру, а особенно бессмертный дар – русскую речь, потому что нет у нас иного достояния, а все материальные ценности станут прахом. Действительно, речь – это первое, что отличает человека, ставшего на высшую ступень развития от животного, чья речь имеет сугубо сигнальное предназначение. Поэтическая миниатюра звучит как манифест, как завещание. Бунин акцентирует внимание на том, что слово – это дар, отмечает его святость. Подведение итога. Исходя из темы урока, напишите эссе, что мне даст в будущем знание 3 языков. Спасибо за внимание.